Шталаг номер 324. Фабрика смерти, Гродно. Целью этой работы является детальное изучение данного лагеря для советских военнопленных, при этом руководствуясь разнообразными источниками, такими как архивные документы, фото- и видеодокументы, документальные фильмы, книги, свидетельства и воспоминания участников. Наше обращение к истории Гродненского шталага номер 324 объясняется рядом следующих причин. Объект изучения является весьма важным в истории нашего города. Изучение истории Гродненского шталага позволяет рассмотреть период оккупации Беларуси во время Великой Отечественной войны, глубже понять и осмыслить значение тех трагических лет для нашего народа, нашей страны и мира в целом. Предметом нашего исследования является ранее функционирующий на территории нынешнего микрорайона Фолюш лагерь для советских военнопленных «Шталаг номер 324». Лагерь функционировал с июля 1941 года до осени 1942 года и был предназначен для содержания в заключении, планомерного уничтожения и использования на принудительных работах военнопленных РКК. В настоящее время собрано много документальных свидетельств о существовании и деятельности лагеря, налажена система предоставления информации родственникам погибших заключенных. На месте дислокации лагеря открыт мемориал. 22 июня 1941 года в 5 часов 30 минут утра Германия без предупреждения и объявления войны, мгновенно оборвав все дипломатические отношения, договоры и пакты, напала на СССР. Под угрозой окружения и не имея достаточно сил и времени для организации обороны города, советские войска отступили. Уже на второй день войны в город входили немецкие части. На 3 долгих года город оказался в немецкой оккупации. Во время Нюрнбергского процесса миру стало известно о существовании плана ОСТ, который являлся программой массовых этнических чисток населения Восточной Европы и СССР. Согласно плану, славяне должны были быть подвергнуты частичной германизации, а частично быть депортированы за Урал или уничтожены. Предполагалось оставить небольшой процент местного населения с целью использования в качестве бесплатной рабочей силы для немецких колонистов. Если русские, украинцы, киргизы и другие будут уметь читать и писать, это может нам только повредить. Адольф Гитлер. Для реализации плана ОСТ была разработана система концентрационных лагерей на оккупированной территории. В Беларуси было создано около 260 лагерей смерти. В результате внезапного нападения немецкой армии создавались крайне тяжелые условия для ведения войны, в которых многочисленные группы частей РКК, исчерпав все ресурсы и возможности к сопротивлению, попадали в плен. Содержались советские военнопленные в жестоких условиях. Это было вызвано идеологическим неприятием Гитлером коммунизма и славянской расы в целом. Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью. Вальтер фон Ренхенау, немецкий генерал-фельдмаршал. Лагеря для военнопленных делились на следующие категории: ДУЛАГ – пересыльный лагерь, Шталаг – основной лагерь для рядового и младшего офицерского состава, Афлаг – офицерский лагерь, Афлагтлюфт – для пленных пилотов, Марлаги – для офицеров флота. Многие из лагерей имели свои филиалы, где можно было использовать труд советских военнопленных. В лагерях, располагавшихся в районе Колбасино, Фолюш, Лососно и Кульбакино Гродненской области, расстреляно и замучено 18 тысяч военнопленных. Из обвинительного заключения по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими преступниками в Белоруссии, газета «Советская Белоруссия» от 16 января 1946 года. Лагерь находился на окраине военного городка Фолюш, где колючей проволокой был огорожен участок поля и леса приблизительной площадью 50 гектаров. После попадания в плен проходила фильтрация путем сборный пункт, ДУЛАГ, Шталаг. На каждого военнопленного там заводилась личная карточка, содержавшая все основные учетные данные. Кроме того, каждому военнопленному выдавался жетон с личным номером, позволявшим его идентифицировать. Всех пленных фотографируют, каждому выдают металлическую пластинку, на которой выбит номер лагеря и личный номер пленного. Фотокарточки хранятся в комендатуре, а пластинка со шнурком, ее нужно всегда носить на груди. На моей пластинке выбито Шталаг 324 и ниже 27556. Из книги «Расскажи живым» Давид Захарович Кагана, бывшего врача 59-го стрелкового полка,
85-й стрелковой дивизии, узника Шталага 324. Пленных перевозили в вагонах для перегонки скота, либо в товарных составах. Условия для перевозки были ужасными, значительная часть военнопленных погибала в пути. В середине марта привезли эшелон пленных из Бобруйска. Когда открыли вагоны, никто оттуда не вышел. Оставшиеся в живых рассказывают, что за время пути из Бобруйска почти 3 суток вагоны ни разу не открывали, ни воды, ни еды никто не получал. Живых выносим на носилках или выводим под руки и отправляем на подводах в лагерь. Трупы складываем тут же, на перроне. Разгрузка длится до поздней ночи. Из воспоминаний очевидца. Заключенных размещали в наскоро оборудованных 96 землянках. Узники ходили в остатках своей военной формы. Спали пленные на деревянных нарах, тюфяках с соломой или голом полу. Весьма распространенным явлением была вшивость, эпидемии сыпного тифа и дизентерии. В лагерных лазаретах отсутствовали медикаменты и перевязочный материал. Большинство больных умирало. Очень скудным было питание. Хлеб был с примесями опилок, листвы деревьев. Пленные раз в сутки получали баланду похлёбку из очисток картофеля, гнилой капусты, свеклы. В лагере ощущался острый недостаток питьевой воды. Такой рацион убивал не хуже пули. Люди представляли собой просто скелет, обтянутый кожей. Близко подходить к лагерю запрещалось под страхом смерти, но иногда местным жителям удавалось перебрасывать через проволоку картошку, лук, хлеб. У нас в корпусе умирают часто, от голода и ран, но еще чаще в соседнем, инфекционном. Ежедневно оттуда выносят 6-7 покойников и хоронят во дворе. От дизентерии редко кто выживает. Баланда из тухлой конины ускоряет гибель. Ее нельзя есть, но больной не в силах отказаться. Из воспоминаний Давида Захаровича Кагана. Все эти условия приводили к очень высокой смертности среди военнопленных. Всего в лагере от голода, холода, болезней и зверств нацистов погибло, по разным данным, от 18 до 33 тысяч человек. Умерших военнопленных вывозили на тележках за ограду лагеря, где сбрасывали в заранее вырытые траншеи. Каждый день похоронная команда возит из лагеря трупы. И сегодня вижу эту страшную процессию. 6 человек ухватились за оглобли, 4 подталкивают дроги с боков и сзади. Сегодня похоронная команда начала с лазарета. Затем телегу потащат каждому корпусу и бараку, и уж доверху нагруженную, вровень с высокими боковыми решетками, вывезут в сопровождении конвоиров за ворота, на пустырь за лагерем. Там и бросят трупы в траншею. Из воспоминаний Давида Захаровича Кагана. Одновременно в Гродно, в казармах на улице Красноармейской, существовал филиал этого лагеря, штаб 324Z. Я работал чертежником строительного бюро. Во дворе немцы строили большой гараж. На строительные работы под конвоем привозили военнопленных красноармейцев, человек 60. Вид их был ужасен, все были оборваны, босые или в деревянных башмаках. К военнопленным из гражданских лиц не имел права никто подходить, не мог ничего им давать и у них брать. Рабочих, пытавшихся дать военнопленным еду, избивал начальник строительства, немец Курт Бауман. Если пленный не работал так, как хотелось Курту, его беспощадно били. Свидетельские показания о зверствах немецких оккупантов местного жителя, учителя Обуховича Франца. К осени 1942 года Шталаг прекратил свое существование. Для сокрытия деятельности лагеря и числа погибших тела ранее захороненных узников эксгумировали и сжигали. Все это выполнялось силами самих военнопленных. 12 декабря 2007 года во время строительных работ были найдены останки советских воинов, погибших военнопленных из Шталага 324. Спустя месяц поисковое подразделение 52-го отдельного специализированного поискового батальона приступило к раскопкам, во время которых специалисты обнаружили останки 361 советского воина. Кроме того, нашли 6 солдатских медальонов, остатки солдатских ремней и фрагменты обмундирования. Летом 2008 года во время второго этапа поисковых работ были обнаружены останки 1333 красноармейцев и командиров, замученных в лагере для военнопленных. 7 февраля 2008 года на городском кладбище Аульс состоялось перезахоронение с воинскими почестями найденных останков советских воинов. 2 июля 2008 года в Гродно на городском кладбище были перезахоронены останки найденных поисковым батальоном во время второго этапа работ 1333 солдат Красной Армии. 9 июня 2015 года
В Гродно, в братскую могилу на улице Ольги Соломовой, рядом с уже учтенным воинским захоронением, опустили около 150 гробов с останками 1500 военнопленных. Тогда же было принято решение создать мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны. Ровно через год, 2 июля 2009 года, мемориал был торжественно открыт. Сделала свой вклад в сохранение памяти и моя школа. В школьном музее мы можем увидеть отдельную комнату, посвященную данному лагерю, а также найденные во время строительных работ личные вещи узников. Мы не вправе забыть прошлое, иначе оно рано или поздно настигнет нас. Позади нас войны, страдания, геноциды, миллионы убитых и искалеченных. Но нам необходимо обернуться в ушедшие эпохи, посмотреть всем этим страданиям и убийствам прямо в лицо, чтобы здесь, в настоящем, грамотно осмысливать все свои поступки и действия, понимая, к чему они могут привести.